по одной грануле каждый день. Авторы второй статьи Марк Кюхнер из Центра космических полетов Годдарда, НАСА, и его коллега Петр Покорный изучали природу пылевого кольца на орбите Венеры. Они смоделировали все возможные источники пыли, какие могли себе представить, включая главный астероидный пояс между Марсом и Юпитером, кометное облако Оорта и кометы семейства Юпитера. Ни одна из моделей не работала, и тогда, по словам Кюхнера, они начали придумывать свои собственные пылевые источники. В этих симуляциях был идентифицирован один наиболее вероятный. Это большая популяция неизвестных астероидов, вращающихся вокруг Солнца по траектории Венеры. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саидовым. Добрый день! В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы», авторская программа «Послесловие», студия Азамат Саидов, за звукорежиссерским пультом Александр Егошин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. Минувшая неделя, прошедшая по знакам столетия республики, завершилась в выходные дни праздничными торжествами в башкирской столице. Свои поздравления прислали президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Руководство страны на итоговом мероприятии в Государственном концертном зале Башкортостан представляла спикер Верховной Палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко. Все. На этом хотелось бы поставить точку. Вековой юбилей Башкортостана у многих из нас достойного отклика в душах, надо признаться, не вызвал. Вот такое у меня горькое послесловие. И вот знаете, на что обратил внимание? В многочисленных газетных публикациях и телевыпусках минувшей предпраздничной недели, а также в выступлениях на субботнем торжестве как самого ВРИО, главы Башкортостана Ради Хабирова, так и гостей, той же Матвиенко, руководителя ряда российских регионов, не была оценена должным образом узнаваемость и, главное, привлекательность региона на международной арене, которая, между тем, имеет не только давнюю и богатую историю, но и скрытые доселе перспективы. Пробел, надеюсь, мы сегодня хотя бы частично поправим общением с весьма интересным собеседником. Итак, знакомьтесь, Ярослав Шредер, строитель, общественный деятель, меценат, член-корреспондент Российской академии экономических наук. Добрый день и вам, Ярослав Юрьевич. Добрый день. Я знаю, что, конечно, вы тут перед эфиром были не согласны, что я вас решил назвать меценатом, но вы меценат на нашей памяти, вы помогали становлению и башкирского мотоспорта, так что это как раз и есть чистейшей воды меценатство. Хорошо, вот вы вообще на редкость не публичный человек. О вас крайне мало информации, это с одной стороны. С другой же, вас лично знают шейхи исламского мира, министры иностранных дел и главы ряда европейских стран, известные политики. Вот во времена СССР, я для радиослушателей поясню, вы руководили строителями подводных трубопроводов не только на территории большой страны, но и далеко за ее пределами. При вашем непосредственном участии еще, представлю вас немножко, при вашем непосредственном участии возведены такие знаковые объекты в башкирской столице, как, к примеру, самое высокое здание Банк Уралсиб и популярный ночной клуб «Огни Уфы». Но вот что удивительно, вы не изменяете почти 4 десятка своему скромному двухэтажному офису на улице Сочинской. Вот скажите откровенно, вот от чего вы так вот сторонитесь публичности? Так, я, во-первых, не артист, чтобы где-то выступать публично, а я другой формации человек. Мы работаем, просто работаем. Больше. А то, как мы работаем, это уже показывает результат нашей работы, а не то, что я скажу или где-то я покажусь. Вот, наверное, поэтому. Ну, вы упомянули формацию. Я как раз перед этим я немножко так раскрыл вашу биографию, что вы руководили строителями подводных трубопроводов. Это, насколько мне известно, Восток подвод трубопровод строй.
Да, была такая организация, там был руководителем Меньшиков Виталий Михайлович, я был замом у него. Потом, когда он перешел в Москву, я остался здесь, в Уфе, после этого. Да, это был союзный трест «Восток». По-моему, там 2 или 3 тысячи народу работало. Да, 2500 человек работало, работали во всех регионах, от севера до юга, от запада до востока. Работали где-то в 15 странах в то время, в Советском Союзе. Но мы работали за рубежом не как самостоятельная организация, а как на субподряде. Вот такой был трест «Зарубеж нефтегазстрой». Он выигрывал тендеры, а мы к нему ходили уже как супчики, работали по всему миру. Ну вот наверняка я, конечно, радиослушателей заинтриговал вот тем фактом, что... Это было в Советском Союзе, извините, что... Я понимаю, что вы, в принципе, вот я просто не возвеличив вас скажу, что вас знает просвещенная Европа и исламский мир. Вот я даже выразился такому факту, когда вот вы отмечали в Уфе свое 50-летие, к вам на юбилей аж приехал 8 шейхов. Это слух или это действительно было так? Ну, там, да, было из арабского мира 8 человек, но там не все были шейхи, но шейхи были, да. Были там гости из Объединенных Арабских Эмиратов. Которые, по-моему, даже с личными поварами приехали. Был такой случай, да. Привезли с собой очень много продуктов питания. Они думали, что в те годы у нас в стране голод или что-то такое, так как пропаганда работала против нашей страны, как всегда. И сейчас работает иногда. И когда они увидели, что здесь все есть, они не знали, что с этим делать, с продуктами питания. Ну, запустили своих поваров, они все приготовили. Вот поводом для все-таки того, чтобы я вас уговорил прийти ко мне на эфир, стало не только вот послесловие к 100-летию республики, которое мы завершили на минувшей неделе, где вот не говорилось о международном рейтинге и о месте республики вообще вот в глазах Запада и Востока. Тут еще другой факт до меня дошел, что вот вы недавно... Но вот недавно новый чрезвычайный полномочный посол Болгарии в России Атанас Крыстин дал официальный прием в Москве по поводу национального праздника своей страны, приуроченной к очередной годовщине вот, освобождения от Османского ига и 140-летию установления дип-отношений между двумя нашими странами. Вот в числе приглашенных там были от нашего МИДа, обеих палат российского парламента, другие высокие гости, но был и единственный представитель от регионов. Ну, тут гадать нечего. Конкретно этот был человек из Башкортостана, поименно Ярослав Шредер. Вот, насколько это верная информация, что именно вы создали в свое время одно из первых в стране общество российско-болгарской дружбы? Ну, наверное, оно не совсем верное, потому что до нас был Советский Союз, где эти общества были, в разных регионах были, и было общество такой дружбы и в Башкирии, и было в Советском Союзе, и было в других регионах. Но после распада Советского Союза, конечно, все это прекратило свое существование, и мы, да, действительно, единственные, кто создал это общество. После нас пошли другие регионы. Хотелось бы сказать, что все-таки инициатором создания этого общества был не я, а был на тот момент, такой был Пламен Гразданов, чрезвычайно полномочный посол Болгарии в России. Он приехал сюда, к нам в Башкирию, с официальным визитом, в сопровождении профессора Захарьева, которого я до этого давно знал, еще по Болгарии, в Болгарии работали. И вот они рекомендовали мне открыть такое общество, ну, я его открыл. Вы же, по-моему, его... В начале 90-х уже занимались установлением контакта с Болгарией, а само общество было создано где-то в 2004 или 2006, да, по-моему? Ну, 2008. Официально зарегистрировано в 2009 году. Как раз 10 лет тому назад. Но ведь вы в начале 90-х, по-моему, уже, так сказать, в Болгарии. Ну, мы работали в Болгарии, да. Мы с болгарами дружили. Я там... Даже было создано, по-моему, совместное предприятие СПУФА, которое работало... Да, оно с 91 года было создано, еще при Советском Союзе. И поэтому вы сегодня, на день сегодняшний, не зря вот новый чрезвычайно полномочный посол именно вас пригласил вот на это торжественное мероприятие. Вы сегодня в Болгарии свой человек.
Вспоминаю писателя Богомила Райнова, так сказать, там есть тоже о том, что свой-чужой человек. Вы там для них давно уже свой-чужой человек. Вот скажите, вот такая ходила байка, что когда у вас было право выбора, когда вот СССР дописывал свои последние страницы, вам тогда предложили вот создать совместное предприятие с каким-то зарубежьем. И у вас тогда даже, по-моему, был выбор либо Англия, либо Болгария, но вы сделали выбор в сторону братьев-славян. Это так вот какая-то уже чувствовалась у вас предвзятость к этой стране, или так получилось? Ну, был, конечно, выбор или в Англии, или в Голландии, или в Болгарии. Вот где-то рассматривалось 3 представителя, которые готовы были создать с нами совместное предприятие. Почему я остановился на Болгарии? Ну, как-то мы к ним были ближе. У нас язык почти общий, очень похожий. И в свое время я присутствовал на выставке в Болгарии, выставке нашего способа работ, ведения подводно-технических работ. Мы там делали от министерства, наш трест выставлялся. И у меня там появилось за это время очень много друзей. И, конечно, я с этими друзьями поработал по созданию совместного предприятия. Вот поэтому, что мне в Англии было делать? Или в Голландии? Ну, в принципе, сегодня Англия очень популярна у людей, которые с Западом дружат. Я уеду жить в Лондон, поют они все, и не только поют, но еще и это и делают на словах. Ну, пусть едут, что теперь, каждому свое. Я напоминаю, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, у меня в гостях Ярослав Шредер, строитель, общественный деятель, меценат, как бы вы ни хотели этого, Ярослав Юрьевич, член-корреспондент Российской академии экономических наук, как бы тоже не просили, чтобы я без титулов к вам обращался, тем не менее. Вот у вас, как уже радиослушатели поняли, обширные связи не только в республике, в стране, за границей. Вас знают, уважают многие медийные персоны. Вот, к примеру, даже к вам запросто на чай в Чесноковку может заехать и Верховный муфти России или всемирно известный оперный бас, что я точно знаю. Обожают медицинский вас светило. Вот, не чурается бывать в гостях дома или на юбилеях послы и консулы зарубежных стран. Но вот вы как-то сегодня сторонитесь гостей, вернее, властей. Я так вот мягко говорю. Вот я изучал вашу биографию, знаю очень многое. Вы держались в стороне, на дистанции от Рахимова, так не приблизились к Хамитову, не торопитесь вот, и к нынешнему времени на аудиенцию. Вот, хотя они, все первые лица, о вас слышали, вот даже вот недавно к вам напрашивался советник президента Ливии в гости, а вы его переадресовали Мирсаяпову, по-моему, который у нас отвечает за международные контакты, мол, если хотите, вот приглашайте, вот человек хочет попутно и ко мне приехать. Вот вы, как я понял, строите жизнь подальше от начальства. Вот скажите, вот ведь наверняка у любого человека может возникнуть вопрос. Человек, который с цивилизованной Европой на «ты», с исламским миром на «ты», наверняка вы могли бы больше пригодиться республике. Ну, дело в том, что у наших... Это же вредная скромность. Ну, у наших чиновников своя жизнь, у меня своя. Я занимаюсь работой, они занимаются своей работой. И, кстати, все преобразования в республике мне нравятся. Медленно, конечно, жалко, что уходит столько времени на разгон этой машины. Но, тем не менее, идет. Вот сейчас я посмотрел, так, какое правительство создано, меняют министров. Наверное, надо их менять, потому что они слишком долго сидеть тоже не должны. И, в принципе, мне очень нравится, что я посмотрел, что остались из старых очень дельные министры, тот же Мирсаяпов, которого вы упомянули. Это очень деятельный человек, очень человек слова, его держит всегда. Мы, кстати, с ним были в свое время в Болгарии, тоже в составе нашей делегации, вместе с мэром города ездили. Еще тогда Качкаев был
встречались там с мэром города Софии, встречались с правительством на всех уровнях, посетили памятники наши, встречались с консулами нашими в 2 городах. Очень деятельный человек. Мне нравится, что промышленностью сегодня занимается министр, который сам непосредственно работал на производстве, который знает производство, который тоже очень деловой. Ну и другие министры, я думаю, не уступают. Ну, по крайней мере, есть надежда. Ну, понимаете, вот я в начале нашего разговора... Ну да, извините, но я к ним отношения-то ведь не имею, поэтому зачем мне к ним входить? Для чего? Что мне у них? Если бизнес будет просить все у правительства, у руководства, то какой же это бизнес? Нет, ну, не с просьбами на них выходить, а с предложениями о содействии в чем-то, потому что, ну, я же ведь вам сказал, что вы достаточно известный за границей человека, но вы что, не патриот, получается, что ли? Не хотите породить за родной Башкортостан, чтобы все флаги в гости к нам, как говорится? Ну, вы знаете, вы это, наверное, знаете, я помню, что вы тогда были, видели, ко мне приезжало с 15 стран разные делегации. Мы работаем и с Таджикистаном, там мы построили предприятие, мы работаем с Болгарией, там тоже кое-что построили, мы работаем. Ну, естественно, все это работает с Россией, и наша штаб-квартира в России, не просто в России, а в Уфе. Мы отсюда руководим многими направлениями. И это ведь патриот не тот, кто в правительство ходит, а патриот, наверное, тот, кто работает здесь на благо своей. Хорошо, убедили. Вот еще такая вот новость, я буквально за минуту до эфира узнал из предварительного разговора с вами, что, оказывается, вы были еще дружны с генеральным директором, предыдущим генеральным директором ЮНЕСКО. Очень у вас хорошие дружеские отношения. Вот глядите, один из таких людей, который хорошо знает, о вас за спиной сказал: молодой человек МИД. Вот так он вас назвал. Вот скажите, пожалуйста, скажите нам, сколько вообще вы иностранных делегаций за свою жизнь зазвали в башкирскую столицу? Откуда они были? Что их интересовало? И как сработала башкирская сторона? Понимаете, такой вопрос, как я зазвал, это не моя функция зазывать в Башкирию. Я зазываю только... То есть, ну, хорошо, они сами едут к вам. На свои проекты могу приглашать. Да, много желающих было инвестировать. Конечно, ко мне с такими предложениями приходили. Даже вот мы хотели построить такой частный аэропорт, который бы обеспечил малую частную авиацию. Ну, в то время договорились, кстати, с руководителем нашего региона, договорились с Хамитовым, что вроде будем строить. Выделили на это 25 миллионов евро мои партнеры. Но почему-то, по каким-то причинам, потом это дело отложилось. И не по нашей вине, естественно, а по вине республики. Ну, при таком раскладе, ну, сюда вести инвесторов, наверное, для республиканских каких-то проектов стало сложно. Там на Западе или на Востоке не очень доверяют. Сюда приезжал один очень состоятельный такой гражданин Эмиратов, который давал несколько миллионов долларов сразу хотел купить гостиницу здесь в свое время, она была такая слабенькая. Ему тоже пообещали. Когда он уехал, цена вдруг изменилась неожиданно. Тут договорились об одной цене, потом другая. Он мне говорит, запах денег почувствовали и решили поднять, да? Ну, как-то так. Ну, это было, правда, еще чуть не в 90-х, где-то в конце 90-х годов. Руководители города тогда посчитали, что гостиницу надо продать. Почему они сразу не посчитали, я не знаю. Надо было сразу сказать цену, он бы купил за любую цену. Но когда они говорят одну, а потом меняют эту цену на другую, это уже непонятно. Не только для него лично, а вообще для любого инвестора. Ну и, конечно, тоже не состоялось. Ну и не было смысла сюда вести инвесторов. Конечно, да, вы правильно сказали, мы помогали и мотоклубу, давали и финансы, и все, и мои партнеры с Запада помогали. Но это чисто такое хобби, что ли, было. Приятно было видеть. Вывозили людей и в Германию, и в Голландию, и стали они чемпионами мира. 10 лет, пока мы тут, ну не 10, да, 10 и более 10 лет они были чемпионами. Пока мы помогали, они всегда были чемпионами по айсу. Льду, на льду, мотогонки на льду. Это, по-моему, внутренние интриги, так сказать. Ну, это уже детали. Я хотел бы, чтобы они продолжали, но сейчас немножко идет спад, хотя вроде потенция есть у нас у башкирских гонщиков. Я думаю, что они еще наладят. Ну, традиции Габдрахмана Кадырова, конечно, надо бы поддерживать. Это восстановится.
Ну, тут сейчас и другие у нас есть такие предложения. Допустим, очень хорошо у нас развивается под руководством Аброщенко. Есть такой тоже мой приятель, друг, с которым мы еще учились вместе. Он поднимает... Который, кстати, на днях возглавил Башкирское региональное отделение Русского географического общества. Вот я об этом еще не слышал, я рад за него, если это так. Но он очень большую работу общественную ведет. Он ведет работу по организации аэрокосмической школы, и она у него успешно работает, уже вот 6 лет отработала, по-моему, 7-й год будет. И мы туда тоже направляем людей, из детей, одаренных причем детей. Из Болгарии направляли, из других стран, из Таджикистана тоже ездили сюда люди. Вот когда был ШОС, тогда там учились и таджики были, и болгары, и президент Таджикистана имел намерение посетить эту школу, но в график не вписались. Очень был... Имамали Рахмонов? Да, Имамали Рахмонов. Мы с ним разговаривали, да, уже даже готовы были, но там были технические сложности, надо было ему какую-то охрану там давать, ехать и так далее. А что за история с самым богатым человеком Ирландии? С Квином, Шон Квин. Угу. Ну, история такая, что... Это же вы опять его тоже сюда затащили. Ну да, но я его не затаскивал, он сам приехал. Дело в том, что... Почему вы не затаскиваете, они сами к вам приезжают? Ну так получилось, что он ездил по России, в Москве кое-какие объекты купил. Много инвестиций сделал в Москву и выкупил у нас здесь площадку, которую мы делали, строительную площадку. Ему очень понравился стиль нашей работы. Он приехал специально в 8 утра, думал, что зимой ничего не работает. У нас там крутились и машины, завозили, забивали сваи. А это был какой год? Это был, наверное, год 2006, может быть, где-то так. Ну, а может, позже чуть-чуть, я сейчас не помню точно. Ну, короче, работа кипела, он посмотрел, говорит: о, как у вас красиво работает, мог бы ты со мной поработать? Мне предложил. Я говорю: ну, если будет предложение, мы его рассмотрим. Он мне дал предложение, мы его рассмотрели и согласились. Ну и все. Так. То есть он ваш партнер? Ну да, работа. Нет, сегодня уже нет. Сегодня мы уже все расстались. Понятно. Ну, бизнес бывает и долгосрочный, и скоротечный. Ну, понятно. Не, ну мы с ним так, в принципе, я у него в гостях был, он у меня, ну так, поддерживаем отношения, чисто Ярослав Ильич, личные. У нас по регламенту буквально через секунд 20 уходит на федеральные новости. Мы перерыв сделаем на 3-4 минуты. Я напоминаю радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». У меня в гостях Ярослав Шредер, строитель, общественный деятель, меценат, член-корреспондент Российской академии экономических наук. Не уходите далеко от своих радиоприемников. В Москве 13 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. 4 сторонников Алексея Навального из Татарстана подали в суд на социальную сеть ВКонтакте. Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей за передачу их персональных данных Центру по противодействию экстремизму. На основании этих сведений один из истцов, Андрей Бояршинов, был привлечен к административной ответственности и арестован на 15 суток, сообщает издание «Медуза». Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. Эта компания владела сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня». Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора. Бизнесмен задержан в Польше. Он стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», в результате которого погибли 60 человек. Заместитель генерального прокурора, 66-летний Владимир Малиновский, попал в реанимацию. Он поскользнулся, когда выходил из служебного автомобиля, утверждают источники РБК. В Генпрокуратуре Малиновский курирует Центральный федеральный округ. Он долгое время занимался надзором за расследованием особо важных дел, в частности, о преступлениях экономической и коррупционной направленности.
Житель Ингушетии Мурат Хазбиев подал в суд на ФСБ и МВД из-за отключения мобильного интернета во время акции протеста. В иске в качестве третьих лиц указаны Роскомнадзор, а также Мегафон, клиентом которого является Хазбиев, рассказал «Ведомостям» адвокат Агора Андрей Сабинин. Массовые акции протеста в Ингушетии были осенью прошлого года после подписания соглашения о новой границе с Чечней. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» о взыскании более 6,5 миллионов рублей ненадлежащего качества, сообщает Интерфакс. Комбинат «Дружбы народов» – единственный поставщик продуктов для Росгвардии. Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что продукты поставляются по завышенным ценам. Глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль, а комбинат подал на политика в суд. Позже стало известно, что дело о поставках возбудила Федеральная антимонопольная служба, а Росгвардия начала внутреннее расследование. Король Испании Филипп VI прилетел с государственным визитом в Аргентину, но в аэропорту не смог выйти из самолета из-за слишком короткого трапа. Как отмечает ТАСС, выйти из положения удалось благодаря трапу самолета, которым пользуется президент Аргентины. На это ушло около часа. Доллар на завтра 64 рубля 50 копеек. Евро стоит 72 рубля 92 копейки. Это курсы Центробанка. В Москве в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью около 0. Завтра днем до плюс 6 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». 16 апреля в зале Уайт-Холл поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Послесловие с Азаматом Саидовым. Мы продолжаем свою работу. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саидов. У меня в гостях Ярослав Шредер, строитель, общественный деятель, меценат, член-корреспондент Российской академии экономических наук. Вот, Ярослав Юрьевич, давайте все-таки вернемся к мартовскому событию, которое, в принципе, наверное, достаточно необычно тем, что на новой встрече с чрезвычайно полномочным послом Болгарии присутствовал лишь один человек из региона, это вы. Это, скажите, было, как бы, скажем так, вот, это было признание вот вашего вклада в укрепление российско-болгарских, башкирско-болгарских отношений, или все-таки это был разговор на перспективу? Ну, я не могу сказать, чем руководствовалось руководство Республики Болгария, когда меня официально пригласили на этот прием. Но, тем не менее, мне назначили аудиенцию после приема. Прием был очень хороший. В Гербовом зале посольства, большой зал, много народу было. Были разные, со всех стран были представители там, посольств, министры и так далее. Ну, на следующий день у нас очень такая интересная беседа была с послом. Мы обменялись мнениями, как в республике. Он новый посол с августа 2018 года, и он хочет посетить нашу республику, естественно. Я думаю, что его здесь и пригласят, хотя уже приглашение ему есть от нашего дома Аксаковых, которым руководит Чванов Михаил Андреевич. Который является вашим тоже давним партнером. Да, он является также учредителем нашего общества, как и Аброщенко. И вот они оба пригласили посла посетить и музей Аксакова, и посетить аэрокосмическую школу в Давлекановском районе. Вот скажите, я задумался об этом. Почему все-таки инициатором приглашения к нам вот таких вот знаковых людей, послов, консулов, бизнесменов крупнейших Запада, шейхов и исламского мира, почему инициаторами являются все-таки люди, которые не принадлежат к касте чиновников? А что чиновникам это не нужно? Они не понимают, что республике это тоже нужно?
Ну, я не совсем с вами согласен. Я думаю, что республика тоже заинтересована, и она наверняка его и посла также пригласит, потому что это все-таки члены Евросоюза, республика, которая к нам одна из самых близких. Как посол в своей речи, кстати, он на приеме выступал на русском языке. Удивительно, там думали, что будет на английском говорить, потому что много англоговорящих было там представителей. Но он сказал на русском и подчеркнул, что Болгария — это страна, которая всегда помнит о тех, кто освобождал Болгарию. От османского ига. И памятники, не только от османского ига. Да, и вообще, что такая дружба. А чем вот они сейчас объясняют охлаждение отношений Болгарии и России? Ну, по крайней мере, эту тему мы тоже затрагивали. Но ведь братушки же, мы, помните, в советское время говорили братушка, даже фильм был одноименный о том, что мы как родные братья вроде, и вдруг Болгария начинает ставить препоны в том же Северном потоке, другие вообще-то вопросы. Как-то настолько люди забыли местные, или это политика? Значит, в нашей беседе эти вопросы тоже обсуждались, и, конечно, я услышал следующее, что никаких осложнений между дружбой наших народов не возникает. Но так как после того, как распался Советский Союз, они вынуждены были, так как это маленькая республика с 7-миллионным населением, ну, в лучшие времена было 9 миллионов, сейчас у них 7, они вынуждены были войти в Евросоюз, чтобы кто-то им помогал. Советского Союза не стало. И там заключили такой договор, не очень выгодный для Болгарии. В то время пришли к власти такие люди, не очень государственники, скажем так, не очень думающие, ну, как-то на волне демократии вот этой, которая весь Восточный блок тогда захватила. И они подписали договор, где многие-многие вопросы надо согласовывать с Европой, с Европейским Союзом. И, конечно, этот поток, который должен был строиться через Болгарию, болгары не могли сами делать. Они должны были согласовать. Им запретили по ряду причин. Были причины, и тут не только Болгария виновата, не только там Евросоюз, но были условия, при которых Россия вроде как не очень хотела строиться. Вот и все. Поэтому тут так однозначно очень трудно говорить, кто виноват. Понятно. Я все-таки предлагаю вам, Ярослав, вернуться на нашу грешную башкирскую землю. Вот я уже вначале сказал о том, что вот во всех этих предпраздничных речах и на самих выступлениях на торжестве все-таки не прозвучала тема роли и значимости Башкортостана на международной арене и перспектив нашего региона в деле установления новых отношений. Вот на ваш умудренный взгляд, чем сегодня интересно для заграницы, в отличие от других российских регионов нашей республики, вот чего мы ждем от иностранных партнеров? И станет ли вот второе столетие Башкортостана, которое, вот, по словам Радия Хайберова, хотелось бы видеть поистине золотым веком, но более удачным в плане зарубежных связей? Ну, я бы, извините, не назвал бы нашу республику грешной, она все-таки... Ну это так, это так, для связки слов. Хорошо, на нашу башкирскую. Хорошая республика, я здесь родился, она мне нравится, и не хочу ее ни на какую другую менять. Ну, какие перспективы, на ваш вопрос, как ответить? Конечно, я ведь не государственный чиновник, я не знаю, какие планы, хотя читаю, вижу. И вижу, что сейчас пришел такой руководитель, как мне кажется, по крайней мере, видно это, что он энергичный и желает много сделать, много поменять. Начал все недостатки выявил, как-то чувствует, что население понимает. И я думаю, его поддерживает население сегодня. Это очень важно, когда население поддерживает. И его заметили, наверное, не только здесь, внутри нашей республики. Его, наверное, замечают и инвесторы потенциальные, которые сегодня думают, куда разместить средства, какие-то фонды. Вот в частности, вы говорили, первую часть нашего разговора, о приезде сюда одного из арабских таких очень состоятельных людей. Он один из распорядителей фонда является, большого фонда. И он, наверное, думаю, что имеет желание сюда что-то вложить. А что вложить? Это он будет обсуждать с тем же Мирсаяповым. Какие программы. Вот, Ярослав Юрьевич, вот вы сказали слово потенциальное. Если один, вот извините, придет сюда, за ним пойдут все. Подождите, вот эту теорию я слышал тоже на своей жизни не раз, что
один придет, потом другие придут. Но давайте мы все-таки с вами поговорим или поспорим вот на такую тему. Вот вы сказали такое словосочетание «потенциальный инвестор». То есть человек, который может вложить деньги. Давайте вспомним, что это БРИКС. Тоже все флаги в гости к нам мы зазвали, люди приехали, поозирались, поглазели и уехали. Насколько это верно искать именно потенциальных инвесторов, суетиться именно в стремлении понравиться кому-либо, а не подавать себя как регион, который и себе цену знает. Вот нам ведь не просто нужны любые деньги, нам нужны равные партнеры, или я ошибаюсь? Ну, в любой работе, в любом бизнесе всегда партнеры должны чувствовать себя равноправными. Если один чувствует себя неравным, он не будет работать так, как надо. Когда он будет одинаково и ответственным перед бизнесом, перед той работой, которую они совместно делают, и прибыли будут идти и туда, тогда будет, конечно, какой-то результат. И я думаю все-таки, что сегодня руководство республики вот как-то, может быть, это странно звучит, раньше тоже пытались все это делать, но как-то были, видимо, свои какие-то заботы текущие, наверное, некогда было обращать внимание на сюда приход каких-то денег, проще было попросить в Кремле, там дают что-то строится, что-то делается, чем работать так, как, скажем, наши соседи из Татарстана работали. Нет, ну вот знаете, меня, как человека, тоже родившегося здесь и живущего здесь, честно говоря, меня коробит иногда вот наше неуемное желание понравиться потенциальным инвесторам. Мы вам и налоги, так сказать, щадящие, и землю вам удобную найдем, и все прочее, только приходите к нам. Насколько вот эта тактика правильная? Я почему все пытаюсь вас вот на эту тему вывести, вот видите, у нас же есть достаточно успешный пример, когда мы показываем миру, что мы тоже не лыком шиты. УМПО, пожалуйста. Коммертауские вертолеты, пожалуйста. Болотоходы для артиллерийских войск, пожалуйста. То есть мы можем делать вещи, но, с другой стороны, мы рады какому-нибудь кроношпану, который, соизволил у нас вот какое-то производство свое перетащить откуда-то с Австрии, по-моему, поставить у нас, и мы даже ему и место прямо рядом с людьми живущими, рядом с Уфой, пожалуйста, только ставь. Насколько это правильная тактика для региона по созыву так называемых потенциальных инвесторов? Это в позе чего изволите? Нет? Я могу только свое мнение говорить. Вы же знаете требования просвещенного Запада, вы знаете хватку исламского мира. Понимаете, в чем дело? Не надо никогда думать, что кому-то создавать какие-то особые условия. Конечно, законодательная база того региона, куда идут инвестиции, очень важна для инвестора, который вкладывает туда свои деньги, выделяет свои деньги, он переживает за их использование и так далее. Но когда идет работа в ущерб экологии, скажем, какого-то местного населения, это долго не сработает, долго не будет работать. Поэтому это тоже понимают. Поэтому надо не просто так привлекать, вот мы вам дадим все, что вы хотите, а надо реально привлекать. Когда люди видят, что местная власть заботится о благосостоянии своего народа, они что же понимают, что с этой властью можно трудиться и работать долго. Но ведь у нас это не получается. Почему не получается? Мы постоянно, понимаете, вот если мы начинаем рекламировать свою республику, то это, пожалуйста, какая-то терра-Башкирия. Если мы зазываем к себе туристов, то это какие-то этнотуры, где вот на заднем плане юрты, кураи, малахаи, мед. Нельзя так к себе относиться, как какой-то, скажем, позабытой окраине, что ли. Мы цивилизованная должна быть республика. Мы должны относиться, в первую очередь, к себе с уважением. Мы должны понять тому же Западу и исламскому миру, что мы себя в первую очередь уважаем. Вот вспомните, начало 90-х, Таиланд, когда вот на первых туристов из России они смотрели, как бы, скажем так, с полупоклоном. Сегодня Таиланд
хотя и не такое уж богатое население, но они дают всему миру понять туристам, что, извините, ребята, у нас есть свои законы, у нас есть свои обычаи, у нас есть президент, король, которого надо уважать. Здесь нет параллели, вы не видите? Знаете, я считаю, что республика, конечно, привлекать должна не только, как вы говорите, каким-то этносом, но это тоже нельзя забывать. Это очень красиво, когда ты показываешь, вот я в Эмиратах... Ярослав, мы в этом этносе уже десятилетием сидим, ну, может, хватит? Ну, все, продай, купи, курай, давайте юрты поставим. Мед, кстати, дорогой продукт мед, а мы направо-налево угощаем любого прибывшего. Вы знаете, вот в Эмиратах, в Дубае, там даже в таких больших отелях, как Шератон или еще там какие-то другие, стоят такие юрты, ну не юрты, а там то, где жили предки этих. Ну, этника. Да, этника очень присутствует. Это красиво, это хорошо, это правильно делают. Как один из элементов. Да, как один из элементов. Конечно, один из элементов. А у нас же ведь это преобладает. Мы же только на этом пытаемся строить свою привлекательность. Ну, я не думаю, что в нашей беседе я сейчас смогу вам все свои мысли высказать на эту тему. Они у меня, конечно, имеются. Ну, горечь есть? Ну, горечь. Ну, просто люди не подготовленные. Не, ну надо же готовить людей, надо специалистов готовить, надо профессионалов иметь. Если их нет, ну, что делать? Это упущение, это надо над этим работать. Просто так сказать, что как-то вдруг появится чего-то из ничего, не бывает. Надо поработать, надо подготовить. Вот, допустим, у нас есть такая академия, я помню, там руководителем был Лаврентьев, да, он готовил кадры. Эти кадры были неплохие. Ну, куда они все делись, я не знаю. Где-то, наверное, по районам разошлись, где-то что-то. Текучка их начала заедать. Те перспективы, которые они хотели сделать, забылись и так далее. Ну, тут надо работать. Я думаю, что новая администрация над этим вопросом тоже работает, думает. И мне почему-то кажется, что они справятся. Ярослав Ильич, по большому долго, счету, я понимаю, по большому счету дело не смене администрации. Нет, конечно. Дело, по большому счету, по-моему, здесь надо говорить о смене психологии, о ломке психологии, об изменении на какой-то, скажем, ментальности нашей. Мы должны, наверное, сегодня подходить к повышению международного рейтинга республики совершенно другими лекалами. Мы должны включать социологию, мониторинг. Мы должны просканировать все свои возможности, которые позволят нам говорить с деловым Западом и с исламским деловым миром на равных. У нас этого нет и не будет. У нас как ни мероприятие, у нас какой-то вчерашний век. У нас эти опять юрты, кураи, малахая, мед, кумыс. Все. Ну, они ведь это, в принципе, видят. Кто приезжает. Вот на Шосбрикс приехали, ну, посмотрели экзотику, попробовали чак-чак, вкусили мед и уехали, и все. Осталась у них в памяти вот такая дикая экзотика. Вот я общался с людьми, кто к нам приезжал на ШОС, со многими общался, с политиками общался, с министрами. Вот вы так относитесь к этому, как бы вроде вы уже привыкли и думаете, что это не привлекает. Я думаю, вы не правы, вот мне кажется. Потом вот этот этнос, наш башкирский этнос, он очень как раз привлекателен, но он не может сегодня играть, вы совершенно правы, не может играть ключевую роль в привлечении, скажем, капитала сюда, к тому, чтобы республика выросла. Вот посмотрите на развитие тех же Эмиратов. 50 лет тому назад кто это были? Это люди жили там в палатках, имели коз, верблюдов и так далее. Ничего не было. Ну, пришли туда нормальные люди, ну, конечно, нефть нашли, начали эти деньги не куда-то там уводить в офшорные зоны, а в свою страну вкладывать. И все пошло, да? Надо, наверное, здесь над этим подумать. У нас есть в республике очень много таких вещей, которые привлекательны на сегодняшний день. А этнос, он помогает, потому что человеку хочется что-то увидеть новое. Вот он увидел ту же юрту башкирскую. Знаете как? Вот у меня в свое время дочь выходила замуж, и мы там поставили юрту. Так гости, ее друзья с Австралии приехали. Они увидели эту юрту, он зашел, он оттуда выходить не хотел.
Он говорит, как у вас Ильич, красиво, все как правильно, хорошо. все правильно. Это экзотика, но она не должна доминировать. Она у нас сегодня становится преобладающим фактором заманивания. Ну вот возьмите наших ближайших соседей, где рулит Миниханов. Нет много из того, что вот мы имеем. А они впереди, они строят иннополисы, цивилизацию идут семимильными шагами. Республику свою, кстати, гордо называют Татарстаном, а не Татарией. А вот мы стыдимся своего гордого, причем официального названия, приниженно себя именуем той же Башкирией, вот, мол, красиво, поэтично, так. Но мы же не литераторы, чтобы вот так вот нуждались в поэтичности. Знаете, я политикой не занимаюсь. Для меня, это не политика. Я 40 лет там прожил при Башкирии, это экономика. И было хорошо. Ярослав Юрьевич, это экономика. Пока мы сами себя не начнем уважать, и Запад, и Восток нас не станут уважать. Они так и будут смотреть на, как африканцев с бусами. Вы меня извините, вы меня спрашиваете или сами отвечаете? Нет, я пытаюсь получить подтверждение своих слов у вас. Вы все-таки человек, который знает и тот мир, и этот мир. И опыт у вас выше крыши. Ну, вы как бы так ведете так, что я должен с вами соглашаться. Нет, спорить. Спорить, хорошо. Давайте, разубедите меня. Я думаю, да, мы медленно работаем. Именно причина в том, что у нас сегодня нет профессионалов в первую очередь. Во всех отраслях, во многих. Но потенция у нас большая. Эту потенцию без профессионалов мы не поднимем. Да, много упустили. Татарстан работает впереди, потому что я и с Миниханом когда-то встречался, мы с ним общались, он тоже меня приглашал к себе там. Ну, были такие моменты. И даже мало того, я еще встречался с ним, когда он был капитаном команды этих автогонщиков, приезжал в Эмираты. Я там был у министра Эмиратов, а он приезжал как гонщик, да, и такое было. Они люди более такие активные, я бы сказал, чем мы. Мы как-то немножко больше думаем. Может, дело не в активности, а дело в том, что у них более современный взгляд на завтрашний день свой. Ну, от активности... А что нам мешает вот, забыть, наконец, о своей, скажем, такой уникальной этнокультуре, не выпячить ее поперек всего. Ну вот глядите, вот недавно был сюжет по местному телевидению, восторженный. Где-то в Карайдельском районе начали делать заготовки для карандашей фирмы Кохинор. То есть не просто древесину, а мы уже снизошли до того, что вот готовим эти заготовки под будущие карандаши. А почему? А куда отправляем их? Ну туда же, где Кохинор, это Голландия же, по-моему. Или Финляндия, я не знаю где. Ну, корпорация, понятно. То есть опять сырье гоним. Ну, распилили брусочки. Ну, это уже не сырье, это уже полуфабрикат. Но ведь столько гордости было, что мы, оказывается, а сам цех такой, незрачненький. Ну, понятно. Потом возьмем тоже историю с зауральским плетником. Ну, плетняк, это же ведь... Это очень дорогая штука, камни. А у нас ведь в Заурале есть великолепная школа своих камнерезов. Мы же все дети Данила Мастера. Почему мы не можем задуматься о промышленном большом производстве изделий из яшмы, малахита, других полудрагоценных камней? Ну и задумайтесь. А мы отправляем кто мешает задуматься? А мы отправляем эти камни для того, чтобы в Москве мостовые, скажем, ими, сказать, устилали за копейки. Ну, видимо, спрос такой, копейки. Спрос на быстрые деньги? Ну, наверное, я не знаю, о чем речь, потому что я в этой области совершенно не специалист, и мне очень трудно судить. Поверхностно судить я могу, но это будет несерьезно. Так, сходу. Вообще сегодня действительно такой век интересный, что вот есть программы, в компьютер вкладываешь все, что имеешь, он тебе выдает все, что надо. Можно даже не думать ни о чем, можно просто задать этой программе. А может нам сменить тип мышления? Ну, его как сменить? Это ж поколения должны пройти. Так вот просто сменить что-то, что у тебя в голове лежит. В Татарстане поколение, так сказать, так же меняется, как и у нас. Ну, я же говорю, они более активные люди. Чуть-чуть активнее нас оказались. Ну, вот так получилось. Ну, что теперь? Жалко, что у нас нет Байкала. Мы бы сейчас китайцам продавали бы воду.
Лишь бы что-то продать. Мы и отсюда воду можем брать. У нас хорошая красносольская вода. У нас хорошие санатории, на мой взгляд, неплохие, да? Ну, и причем их сделали не кто-то там с Запада, их сделали наши люди. Все правильно. Наши простые люди. В общем, вот такие вот выводы у меня появились после празднования столетия. К сожалению, наш эфир уже заканчивается. Я благодарю, Ярослав Юрьевич, то, что вы пришли сегодня. Попытались мы с вами этот вопрос поднять. Я думаю, что это, наверное, еще мы к этому делу вернемся. Это была авторская программа «Послесловие». Азамат Саитов. У меня гостем был Ярослав Шредер, строитель, общественный деятель, меценат, член-корреспондент Российской академии экономических наук. Всего вам доброго. До свидания. Никакого.